Короткие новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 9 и 10 ноября в Ашхабаде пройдет выставка Туркментел-2023, на которую собираются приехать представители 80 компаний из почти 3 десятков государств. Ну и, конечно, как отмечает официальное туркменское издание «Ориент», Туркменистан широко представит свои возможности в IT-секторе и сфере современных коммуникаций. Между тем, источники Turkmen-News сообщают, что в стране происходит очередная волна ковровых блокировок интернета. На текущий момент в Туркменистане заблокирована уже большая часть существующих в стране IP. Власти делают вид, что проблемы не существует, а участники выставок подобных Туркментел-2023 или другие высокопоставленные гости обеспечиваются достаточно быстрым интернетом, свободным от блокировок. Что же касается граждан Туркменистана, то они могут получить беспроблемный доступ во всемирную сеть лишь за большие деньги. Сотрудники Управления кибербезопасности наживаются, внося IP-адреса в белый список за взятки. Туркменистан по доступности интернета занимает нижнюю строчку во всех международных рейтингах, обеспечивая скорость в пределах 4 мегабит в секунду. В развитых странах такой показатель был характерен для нулевых годов. Власти Туркменистана впервые официально прокомментировали информацию об отказе в выдаче водительских прав женщинам. Данный вопрос осветил в Женеве представитель МВД по фамилии Велиев на 44-й сессии рабочей группы Универсального периодического обзора ООН. Чиновник заявил, что было выявлено большое количество женщин, управляющих автомобилями без наличия у них прав. И вот якобы с целью обеспечения безопасности на дорогах была начата проверка, в ходе которой временно приостановили возможность вождения женщинами. Сколько длилась эта проверка, представитель МВД не уточнил. Однако, по его словам, сейчас она уже завершена, и женщины имеют возможность водить свои авто. Велиев предложил Организации Объединенных Наций самостоятельно убедиться в этом, запросив информацию в аккредитованных зарубежных дипломатических миссиях. Он добавил, что всего с 2018 по 2023 годы женщинам выдали 9821 водительское удостоверение. Права на вождение перестали выдавать женщинам и продлевать их по истечении срока действия в 2018 году. Никто и никак не объяснял этот запрет. Около 30 жительниц Ашхабада в 2020 году устраивали акции протеста у здания службы дорожной полиции. Они же пытались прорваться и на прием к тогдашнему главе МВД Мамедхану Чикаеву. Чиновник получил строгий выговор от президента Гурбангулы Бердымухамедова, а активисток поодиночке вызывали в полицию и угрожали. После чего протесты прекратились. С конца 20-го начала 21-го года права стали выборочно продлевать. Удостоверения получили сотрудницы некоторых посольств, родственницы инвалидов и онкологических больных, а также женщины старше 40 лет. Летом 2022 года условия вновь ужесточились. Права выдавали лишь тем женщинам, у кого автомобиль находился в собственности. Но только дамам не моложе 40 лет. В конце того года от женщин, желающих получить права, стали требовать свидетельства о браке, характеристику с места работы, справку из домоуправления о составе семьи и другие документы, которые не спрашивали у мужчин. Официальная информация о введенных ограничениях и об условиях получения прав нигде не публиковалась. До сих пор власти отказывались подтверждать информацию, что такая проблема имеет место в Туркменистане. В Париже в конце октября прошла очередная сессия конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Участие приняла и туркменская делегация. Ее возглавил чрезвычайный и полномочный посол страны при ЮНЕСКО Черыев. На мероприятии присутствовала главный специалист Госкомитета по физкультуре и спорту Ейлымова. Рассматривались стратегические изменения в сфере борьбы с допингом, заслушивались рекомендации по усилению ответственности за нарушение положений конвенции. В сообщении посольства говорится, цитата, «Как известно, Туркменистан ратифицировал Конвенцию ЮНЕСКО по борьбе с допингом в 2011 году. Кроме того, наша страна присоединилась к Найробскому договору, регулирующему охрану олимпийских символов, и учредила Национальное антидопинговое агентство.
Государственная политика Туркменистана всегда акцентирует внимание на совершенствовании физкультуры, продвижении здорового образа жизни и укреплении международного спортивного сотрудничества. Конец цитаты. Отметим, что в начале текущего года в Туркменистане разгорелся допинговый скандал. Сразу 3 тяжелоатлета были пойманы на приеме стимулирующих препаратов. Допинг обнаружили в пробах Реджепбая Реджепова, а также 18-летней Агулгерек Амановой и 17-летней Медине Амановой. Спортсменки приходятся друг другу сестрами и тренируются у своего отца, старшего тренера школы высшего спортивного мастерства Госкомспорта Туркменистана и главного тренера юношеской сборной страны Гурбандурды Аманова. Согласно правилам Международной федерации тяжелой атлетики, если 3 или более представителей одной национальной федерации пойманы на допинге в течение одного календарного года, то эта федерация может быть дисквалифицирована на срок до 4 лет. Кроме того, согласно регламенту Олимпиады, которая пройдет в следующем году в Париже, от участия в играх автоматически отстраняется вся команда тяжелоатлетов, если их соотечественники трижды нарушили антидопинговые правила в период с июля 2021 по июль 2024 года и получили за это минимум по 4 года дисквалификации. Реджепов отказался от апелляции, признал вину и благодаря этому получил не 4, а 3 года дисквалификации. Таким образом, Национальная федерация буквально чудом избежала автоматического отстранения от предстоящей Олимпиады. Тем не менее, окончательно эта опасность еще не миновала. Все зависит от решения Международной федерации тяжелой атлетики. Данный вид спорта особенно важен для Туркменистана. Именно тяжелоатлетка Полина Гурьева в 2021 году завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль. Но допинг обнаруживали в пробах туркменских спортсменов и в других дисциплинах. Так недавно, на 19-х летних азиатских играх, положительную пробу сдал двукратный чемпион Азии и дважды бронзовый призер чемпионатов мира по самбо, победитель Кубка мира по дзюдо 2018 года Тиджен Тидженов. Обсуждались ли все эти проблемы на полях Парижской антидопинговой конференции, остается неясным. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.